Обратите внимание на это изображение. Именно так в финальном своем исполнении должна выглядеть Жатайская судоверфь. Я думаю, что именно эти слова сегодня слышала правительственная группа, которая посетила Жатайскую судоверфь. Вообще это строительство идет долго, но видна уже финишная прямая. И надо сказать, что в декабре 2024 года были налажены стапельные пути. В апреле этого года открыли цеховую часть. Сейчас остается совсем немного. Жатайская судоверфь – это 58 тысяч квадратных метров, на котором расположилось такое важное и нужное для нашей республики предприятие. К финишной прямой мы идем семимильными шагами, потому что остается доработать всего 10 квадратов. А это говорит о том, что Жатайская судоверфь сейчас готова на 95%. А начиналось все уже в далеком, по нынешним меркам, 2019 году. Тогда сваю установили в преддверии Дня Республики. Действительно, выбор времени для закладки первой сваи несет в себе глубокий символический смысл. Так, стройка с самого начала обрела значение не только экономического проекта, но и знака обновления, надежды и преемственности поколений. Пройти пришлось сквозь многие испытания. COVID-19, начало специальной военной операции, жесткие санкционные меры. И уже сегодня судоверфь – ключевой объект для строительства судов, обеспечивающих перевозку жизненно важных грузов в рамках северного завоза. Цех способен изготавливать различные суда класса река, река-море, а также небольшие морские суда. Проектная мощность у нас предусмотрена до 10 судов в год. Да. В целом это 10 тысяч тонн металлопродукции в год, но на нее надо будет выходить постепенно. Во-первых, это должно быть серийное производство. Во-вторых, нам нужно будет дооснащать цех дополнительно еще, чтобы мы смогли выйти на эти производственные мощности. Николай Патрушев обсудил с руководством республики и судостроительного завода перспективы развития предприятия и его дальнейшую загрузку заказами. Он ознакомился с производственными мощностями, участком сборки плоских секций, где возводится паром для Сунтарского улуса, участком сборки полотниц и стапелем завода. Ему также представили строящиеся малые баржи для сельскохозяйственных нужд региона. Первый заказ уже есть. Это 100-метровая баржа, на которой сегодня идут работы. Но для того, чтобы справиться с проектной мощностью и, возможно, даже перевыполнить план, нужна рабочая сила. Помощник главы государства подчеркнул необходимость увеличения объемов заказов для обеспечения строительства речного флота, так необходимого для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в арктической зоне Российской Федерации. Задачи стоят грандиозные. Да? У нас до 30-го года там такие планы стоят. Ну, надеемся, что в ближайшее время, хотя бы там 3-4 суда в год будем строить. Это зависит от заказов. Сегодня судоверфь уверенно движется к выходу на полные проектные мощности. Уже совсем скоро она станет полноценным судостроительным кластером, который обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в арктической зоне, включая Северный морской путь. Надежда Саханская, Семен Семенов, Жатай.